Спасибо Да, большое. а я тогда отключаюсь и до встречи через полчаса. Супер, прекрасно. Спасибо большое, особенно за помощь с выяснением технических деталей. И просим прощения у нашей аудитории за небольшую заминку. Поэтому сразу с места в карьер представлюсь, кто я. Меня зовут Влада. Я белорусская из города Кембридж, штата Массачусетс, живу на восточном побережье США. Около года назад я стала одним из инициаторов, скажем так, инициатив помощи восстававшим работникам различных предприятий, и эту работу мы уже продолжаем почти целый год. Со мной сегодня как раз-таки один из работников, бывший, к сожалению, уже Гродно Азот филиала Химволокно, Дмитрий Тит, а также представитель Байпол Александр Азаров. Попрошу сейчас их представиться самих, чтобы я не рассказывала о том, кто они и что. Дима, давай начнем с тебя. Да, здравствуйте всем. Меня зовут Дмитрий Тит. Раньше я работал в городе Гродно на заводе «Химволокно». Сегодня являюсь одним из, как это даже не знаю правильно выразиться, соучредителей, основателей движения «Рабочий рух». Ну, Дмитрий забыл, наверное, сказать, что он был еще доверенным лицом Светланы Тихановской. Но я могу рассказать, да, если хотите подробнее о себе. Я, в принципе, раньше политикой не особо интересовался до весны 2020 года. Эти события меня очень сильно возмутили. И так получилось, что 29 июня я был задержан в городе Гродно. Впервые в жизни я был размещен в ВВС, отсидел 3 суток. Впоследствии был оштрафован по статье 23.34. И уже когда я изнутри почувствовал на себе всю эту систему, посмотрел, как работают наши суды, что им наплевать на закон, и все постановления и решения выносятся так, как кому-то это захочется, я очень сильно возмутился, и, в принципе, вот после этого режим, скажем так, породил одного из сопротивляющихся. Я стал добиваться какой-то справедливости, и в конце концов я стал доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Георгиевны Тихановской и начал ездить по Гродненской области, проводить санкционированные, разрешенные митинги в поддержку кандидата. Все было хорошо, но я продолжал работать на своем предприятии, общался с людьми, рассказывал, с каким произволом столкнулся я, что происходит вообще вокруг. Люди меня поддерживали, и 6 августа я был задержан в городе Гродно по, опять же, каким-то выдуманным причинам. За 2 дня на меня было составлено 4 протокола, неповиновения, там еще что-то. И в итоге я, в принципе, остался сидеть в ВВС. Дальше все переросло в уголовное дело. Меня обвинили по статье 293, но в тот момент, когда мои коллеги вместе с горожанами из города Гродно вышли на улицу и стали требовать моего освобождения, хунта испугалась, и мне изменили меру пресечения. Я вышел на свободу 19 августа 2020 года. Все было бы хорошо, но в городе протесты стали немного затихать, и менее чем через 10 дней меня снова вызвали в Следственный комитет, уже по 2-му уголовному делу. Там мне стало понятно, что меня, в принципе, не отпустят. И 29 августа ночью я покинул территорию страны. Но поскольку я прочувствовал на себе силу рабочих, силу объединения, я понял, что это единственное, чего боятся люди, которые удерживают власть. И поэтому, даже находясь за границей, я продолжил общаться с рабочими коллективами, с людьми в Беларуси, с различных организаций. И вот в конце концов так получилось, что мы пришли к созданию вот этого движения, которое называется «Рабочий рух». Супер, спасибо. Дмитрий, давайте, Александр, тоже немножко о себе. Меня зовут Александр Азаров. Значит, я ранее служил в МВД, прослужил более 21 года, в том числе 11 лет в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, всем известная гестапо современная, начальником отдела. Потому я их лично всех знаю.
Значит, уволился я в августе 2020 года после выборов, через неделю после окончания выборов, поскольку лично увидел фальсификации на избирательном участке. Я присутствовал на избирательном участке. Значит, видел тот беспредел, который творился после первые дни, когда людей избивали, убивали, в том числе вот Трайковского. Я после убийства Трайковского как раз по этой площади проходил, видел кровь, видел следы столкновений. Вот, и услышав преступные приказы, как милиция к этому относится, как руководство милиции относится, то, что сотрудники ехали на службу, прятали форму свою, потому что было стыдно ехать в форме, в пакетах везли, потом переодевались, все шушукались, какой беспредел творится. В общем, я не выдержал и также написал рапорт на увольнение, потому что я понял, что власть захвачена диктатором незаконным путем. Это 357 статья Уголовного кодекса «Захват власти, повлекший смерть», 3-я часть. Значит, это особо тяжкое преступление, наказание за которое, в том числе смертная казнь, предусмотрена. Вот. И поэтому, поскольку я присягал народу и служил 20 этих лет только народу, и выполнять преступные приказы я был не намерен, поэтому я написал рапорт и был уволен за прогул, поскольку мне отказано было уволиться по соглашению сторон. Мне было предложено погулять 3 дня. Я погулял, составили рапорт, что я прогулял, и уволили меня, значит, по компрометирующим обстоятельствам. Ну и впоследствии я узнал, что за мной проводится УРМ, поскольку за сотрудниками, которые увольнялись по политическим мотивам, стало работать ГУСБ МВД, там Кулаковского задерживали, вы знаете, было много информации. Мне также сообщили, что и за мной работают. И я услышал, что создается Байпол в октябре в Польше. Ну, я решил не ждать и приехать в Польшу, присоединиться к ребятам и как бы поднять сопротивление на новый уровень, помочь сопротивлению, чем могу. Спасибо, здорово. Давайте тогда теперь, вы уже начали немножко упоминать, чем занимаются те структуры или движения, которые представляете. Давайте очень кратенько, Дмитрий, чем же занимается рабочий рух, какие он цели и задачи ставит, и потом Александр пояснит немножко про Байпол. Наверное, о нем знают люди немножко больше. Давайте начнем с рабочего руха тогда. Я, наверное, сначала расскажу, что такое рабочий рух и кто там в этом рабочем рухе. В рабочем рухе в первую очередь люди из Беларуси, которые работают в различнейших организациях. А уже дальше активисты, которые находятся за границей, конечно же, диаспоры, ну и стачкомы. Как вообще мы появились? Активные граждане всегда находят друг друга для того, чтобы усилить свои позиции. Ранее созданные стачкомы объединились в одно прекрасное время. Я уже тогда был вместе с ними, и мы поняли, что, в принципе, в Беларуси не получится добиться какого-то успеха, скажем так, в защите демократических прав, если мы будем разъединены, и не получится этого добиться, если будет какая-то маленькая группа людей. Мы поняли, что нужно это дело развивать на всю страну, что такие ячейки, объединяющихся людей должны создаваться везде, во всех сферах. И задумали вот такую платформу, чтобы в одном месте безопасно, я подчеркну, безопасно, можно было собрать всех людей, вне зависимости от того, где они работают, кем они работают, какая там форма собственности у организации, где они работают. И вот так вот мы пришли и разработали эту платформу и начали доносить людям, рассказывать, для чего мы, как мы и почему. К сожалению, достаточно сложно проводить агитацию какую-то, либо информацию, потому что в Беларуси сейчас у нас ведется антипропаганда очень серьезная. Но мы стараемся, работаем и продвигаем, конечно же, в первую очередь защиту наших прав через забастовку, потому что это единственный мирный, ненасильственный способ, которым можно этого добиться и которого на самом деле боится режим.
Спасибо. То есть то, что ты объясняешь, это фактически общенациональная забастовка вне зависимости от отрасли, в которой человек работает, и это фактически, если хочешь, так можно перефразировать, следующий виток, да, в эволюции нашего протеста. Были сначала были выборы, потом были уличные марши, потом были марши дворовые, а теперь это как бы единственный такой метод тоже насильственно остался, это общая забастовка, правильно? Конечно. Такое неповиновение. Мы же на самом деле перепробовали уже все, то, что ты, Влада, рассказала, и демонстрации были, и выходы, но это небезопасно, потому что против белорусов ведется война, и поэтому, да, только забастовка. Ясно. И Александр, подчеркну, можно еще подчеркну, потому что не всегда все понимают, воспринимают название «рабочий рух», что это якобы исключительно для рабочих, для заводчан. Я хочу для всех объяснить, пояснить и донести, что рабочий рух – это не только для рабочих, это для всех работающих, для всех занятых в экономике людей. Если вы частный предприниматель, если вы учитель, если вы медик, если, я не знаю, вы директор какой-то своей фирмы либо предприятия, конечно же, если вы работник завода, если вы работник сельского хозяйства, любые профессии, специальности, сферы деятельности, а также мы приглашаем в обязательном порядке студентов, потому что без них никуда, ну, без них достаточно сложно, и, в принципе, во всех таких движениях всегда студенты, как молодежь, они хороший двигатель прогресса, и они обязательно тоже должны там присутствовать. Спасибо, это очень такой дельный и важный комментарий. Александр, все знают, наверное, деятельности Байпола, все видят сливы, все видят информацию, те расследования, которые вы проводите. Поясните, чем еще занимается Байпол, немножко, может, осветите план Перамога, и, если можно, как вы видите связь плана Перамоги с тем, что предлагает рабочий рух забастовка? Ну, смотрите, Байпол, вообще организация, она, значит, состоит из сотен бывших силовиков, но нельзя ее связывать только с МВД, да, как-то бывшие милиционеры, как-то все говорят, да, но я хочу сказать, что у нас не только сотрудники МВД, у нас сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, Комитета судебных экспертиз, Таможенного комитета, МЧС и даже КГБ есть. То есть у нас все, и вооруженные силы в том числе, то есть мы представляем всех силовиков, какие только существуют в Беларуси. Вот. И кроме того, мы не все бывшие, у нас очень много действующих, которые работают и служат до сих пор, продолжают служить и работают с нами. Да, у нас, значит, основной вид деятельности – это расследование преступлений, совершенных силовиками, либо режимом Лукашенко, раскрытие тайн каких-то режима. То есть мы ведем два YouTube-канала уже и телеграм-канал, на котором мы проводим эти расследования в виде роликов. Вот в последнее время мы перешли на ролики, записываем и выпускаем. Кроме того, мы собираем доказательства преступления режима и передаем их в ООН. И такая есть датская организация Dignity, которая создала платформу, где собираются доказательства преступления режима Лукашенко. Вот. Все, что у нас есть, у нас базы данных, много информации, которую мы сами привезли и добыли в Беларуси, и получаем ее ежедневно. Мы все это передаем туда, все фиксируем, и все будет использовано для привлечения виновных к ответственности. Вот. И самое основное наше направление деятельности в последнее время – это как раз план Перамога. Мы его объявили где-то в мае. Ну и почему нам пришла мысль такого плана? То есть мы смотрели, что просто протесты не привели ни к чему. Люди просто бесцельно ходили, и все это заканчивалось арестами и привлечением к ответственности, значит, избиениями, пытками граждан. Вот, не было никакого плана. Вот, и, соответственно, люди стали ходить меньше, меньше, меньше. А поскольку мы все работали в различных правоохранительных органах, и у нас есть опыт такой вот работы оперативной, работы по созданию каких-то планов, про проведение спецопераций. Вот, и мы решили создать какой-то план, который нам поможет вернуть в Беларусь законность и правопорядок. То есть мы хотим сменить режим в один, может быть, 2 дня. То есть запустить этот план и, значит, сменить режим.
чтобы могли вернуться в страну уехавшие политики, люди, которых преследуют по политическим мотивам, с тюрем, чтобы вышли все политзаключенные, и чтобы Беларусь стала демократическим государством, чем она такой никогда не была. Вот поэтому мы этот план формируем. К нам уже записались сотни тысяч людей. Мы сейчас общаемся с ними, формируем на местах структуры, назначаем командиров, занимаемся там амуницией, закупкой там оборудования, всего, что нам необходимо. Вот. И мы планируем, когда все будет готово, запускать этот план только если у людей будет какой-то, как мы говорили, триггер. Значит, когда у них будет эмоциональный подъем и желание что-то сделать, выйти самим на улицу без призыва. То есть, если сказать, выходим в понедельник, к примеру, да, вот выходим в понедельник, никто не выйдет, потому что все подумают, что в понедельник, а что не во вторник, да. То есть тут у людей должно возникнуть желание выходить, и мы тогда запустим план. Ну вот мы как раз рабочим рухом договорились о том, что лучший вариант – это, конечно, объявление забастовки всеобщей, и после забастовки как раз уже у людей во время этой забастовки начнется подниматься боевой дух, и мы тогда можем запустить уже план чуть позже. Вот. Ну и кроме того, что у нас в плане предусмотрены спецоперации, мы хотим также остановить всю страну. Ну, в принципе, у нас совпадают идеи с рабочим рухом. Они предлагают, чтобы к ним записывались все люди со всех сфер деятельности, кто работает, все работающие, не только рабочие, а и другие. К нам в Перемогу также записались люди из различных учреждений и также с заводов различных предприятий, мы с ними общаемся. И мы хотим также остановить всю страну одновременно, чтобы люди, которые работают, к примеру, которые не слышали про план Перемог, которые боятся чего-то, он сидит на рабочем месте, а тут раз у него что-то случилось, все остановилось, он не понял, что происходит, выглянул в окно, смотрит, что люди что-то делают, и присоединился к ним и понял, что что-то началось. Понятно, спасибо за такой развернутый комментарий. Тут нам пришел вопрос от аудитории про роль дворовых инициатив. Можно так перефразировать этот вопрос. По понятным причинам безопасности мы не могли пригласить никого из дворовых инициатив сюда, и так как нет никакой организации, представляющей все дворовые инициативы, возможно, вы общаетесь с дворами, я так понимаю, что только что вы пояснили, что вы это делаете. Поясните роль дворовых инициатив и как они могут еще подключиться, если какие-то из них еще не вступили в план Перемог. Да, мы, конечно, общаемся с дворовыми инициативами, но не со всеми. Вот они очень важны, потому что люди чувствуют общность взглядов, они находятся в одной какой-то структуре. И, в принципе, при запуске плана, но я знаю, что многие боятся записывается один, к примеру, из группы, а еще 5 человек, которые не записались. Да? То есть можно количество людей умножать еще там на 5. Поэтому как раз такие инициативы – это уже сформированные ячейки, группы, которые могут действовать и которым можно поставить какие-то задачи, и они их будут выполнять консолидированно и работать. И кроме того, сейчас дворовые инициативы очень хорошо могут рекламировать наш план, распространять информацию, листовки, наклейки об этом плане. И мы, в принципе, вот тоже очень важно, мы некоторым людям звоним, присылаем сообщения и общаемся с ними лично. То есть люди, которые нас интересуют. Ну, раньше очень многие боялись вообще. То есть шла речь, что придет одно сообщение с бота с мобилизационным предписанием. Но нет, мы сейчас работаем с людьми, потому что просто разослать людям какие-то сообщения, ну, не факт, что они их выполнят. Для этого нужно с людьми поработать. Мы выбираем важных людей для нас, тех, кто мы считаем очень нам важны для создания каких-то отдельных групп, для проведения спецопераций или для еще чего-то. И с ними созваниваемся и просим не бояться, если вам пришло такое сообщение, выходить на связь. Вот. Дмитрий, вопрос похожий к вам. Могут ли как-то вам помочь дворовые инициативы и, возможно, могут как-то помочь диаспоры? Потом вернусь к вопросу к диаспорам с Александром тоже. Если можно очень быстренько пояснить. Быстренько, да, конечно, дворовые инициативы могут помочь. В дворовых инициативах также работающие люди. Это первое, то есть они могут зарегистрироваться, и они могут помогать нам
в агитации и распространении информации. То есть на сегодняшний день достаточно простое действие, не бояться, как уже сказал Александр, зарегистрироваться, чтобы показать какую-то свою готовность. И да, мы иногда тоже общаемся с людьми через бот, если вам такое сообщение приходит, не переживайте, это мы, все в порядке. А роль диаспоры, она очень важна. Тут нечего скрывать, что поддержка всегда идет от белоруса к белорусу, и из-за границы люди, которые находятся там, диаспоры, они оказывают значительную, огромную помощь. И помочь могут тоже в агитации, и, конечно же, Игорь, спасибо. Это на самом важном месте приходится вас прервать, когда вы про диаспору говорите. Влада, у вас есть еще возможность вашим спикерам по последнему вопросу задать, но, пожалуйста, ответ в одном предложении. Несмотря на техническую нашу заминку, мы не можем затягивать сессию, мы выбьемся из графика. Конечно. Извините. Хотелось бы задать такой провокационный вопрос, если можно быстро не ответить. Звучат слова «забастовка», звучат слова «сопротивление», «спецоперации» и так далее. Поясните, по нашему законодательству получается, или нам так говорят, что это все незаконно, это нарушение закона. Почему вы считаете, что то, что вы предлагаете, законно, и люди должны это поддержать? Давайте Пожалуйста, одним предложением каждый. Так, ну, я считаю, что я уже сказал, что Лукашенко совершил преступление, предусмотренное статьей 357. Все, кто оказывает ему помощь, те же силовики, они сообщники, соучастники преступления. Все граждане Республики Беларусь, которые борются с ними и пытаются восстановить законность и правопорядок, они действуют в рамках закона. Они предотвращают преступления, они оказывают помощь нам. Спасибо, Александр. Вот такая у меня сегодня незавидная участь прерывать людей. Я очень извиняюсь. Дмитрий, одно предложение, и мы вам можем предоставить параллельную комнату, вы можете там продолжить. Хорошо. Супер. Одно предложение. Мы не нарушаем закон, мы занимаемся самозащитой, самообороной. И наша забастовка не предусматривает выхода, каких-то беспорядков, драк. Мы предлагаем остаться дома.